Более 60 действующих предприятий, некоторые из которых не имеют аналогов в стране. Махмуд Алиев Калиматов лично ознакомился с производственным процессом. На заводе «Монокристалл» руководителю субъекта показали полный цикл производства уникальных сапфировых кристаллов, которые сегодня предприятие экспортирует во многие страны мира. В Краевом индустриальном парке «Мастер» рассмотрели региональные решения для поддержки малых и средних предприятий производственного профиля. В регпарке работают линии по выпуску автомобильных прицепов, труб, изготовлению изделий из стали. Я просто был приятно удивлен и рад за ставропольцев, за жителей здесь. Ну и, конечно, коллеги своему хочу сказать. Потому что более около 60 производств на площадке, понимаете, реально работающих. Для нас полезно, потому что мы стараемся промышленно развить. Потому что у нас-то земли мало, но мы все равно хотим создать такие производства, а рабочие у нас, безработица есть, но мы ее сокращаем. И чтобы увеличить занятость населения и взаимодействие это, оно нужно. Мы сельское хозяйство подняли на уровень, что мы себя обеспечили, можем сказать, уже мясом говядины, баранины и птицы республику. И у нас уже есть возможность поставлять ее. Но не хватает специалистов. Вот как раз и мы говорили о сельхозакадемии или университет у вас. Университет. Технолог молочно-мясной продукции. Потому что у нас вот на сегодняшний день реально работает, реально уже у нас производит продукт. И она расходится уже по России. Это у нас южная птицефабрика. Махмуд Алиев Калиматов также отметил, что в Ингушетии развивается алюминиевый кластер и в планах реанимировать светодиодный завод. И в этой связи для двух регионов важно взаимодействие во многих сферах, в том числе и в АПК. Ингушетия производство алюминиевого изделий, конструкции и алюминиевая переработка, плавка и алюминиевый кластер. И мы развиваем там производство. Сейчас светодиодный завод, который был построен, но мы его хотели реанимировать, чтобы он заработал. То, что я увидел, и то, что производят монокристалл, сапфир. Эти изделия меня взяла гордость, как гражданина России, во-первых. У нас светодиодное производство, которое построено стоит, может быть, какие-то мы найдем взаимодействие с этим производством. И мы изучили это, посмотрели. В свою очередь, губернатор края подчеркнул, что Республика Ингушетия была и остается добрым другом для Ставрополя. И край заинтересован в дальнейшем развитии этих связей. Нам, например, очень важно сегодня Республика Ингушетия один из самых крупных производителей яблок. Мы на самом деле являемся в России. Мы на самом деле являемся поставщиками саженцев. И здесь очень большая коллаборация существует между производителями. Здесь производство алюминия. У нас сегодня Алюмар, который производство алюминиевых баллончиков для дезодорантов. Опять, это наша совместная работа. И мы должны сводить между собой бизнес, чтобы бизнес договаривался и максимально внутрирегионально и внешне и межрегиональное сотрудничество наращивать. И вот такие встречи, такие разговоры, такие задачи. Махмуд Алиев Калиматов поставил несколько уже прямых задач. Купить подвесное оборудование, разобраться с прицепами, обязательно посмотреть на вопросы возможности соединения образования вместе с нашим Ставропольским краем. Поэтому здесь это все очень сильно обоюдовыгодно. Не знаю, это замечательная фраза, чем Россия сильна только регионами. Чем сильнее будут регионы, тем проще будет Россия, и Россия будет сильнее. Кроме того, стороны обсудили тематику формирования комфортной городской среды и комплексного развития городских территорий на примере микрорайона «Российский» в Краевом центре. Хава Султыгова, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев. Новости 24.